Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Hozir men bir zakaz apardim Vaskadan aeroportga. Va platka bilan apardim, platkanın akçasını 1 saat vermedi, короче. 1 saat çalıştım, akça yok. Hozir podдержкаga çalam. 600 rubl boşkere göre yok. Улучшение качества обслуживания. Разговор может быть записан. Если ваш вопрос связан со статусом лояльности, нажмите 1. Если ваш вопрос связан с забытыми вещами, нажмите 2. Если вы хотите оставить отзыв о пассажире, пожалуйста, нажмите 3. Чтобы узнать графики и адреса центров Яндекс.Такси, нажмите 4. Если у вас другой вопрос, то, пожалуйста, нажмите 5 или оставайтесь на линии. После диалога вы сможете оценить работу службы поддержки. Пожалуйста, не кладите трубку. Специалист службы. Меня зовут Влад, чем могу помочь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать, что почему я не работаю, вышел из линии и вам звоню? Не знаю. Какой у вас вопрос? Потому что у меня вот такой вопрос, да, вот с кораблестроителей 18 повез людей в Пулково по платной дороге. По последнему заказу? Предпоследний заказ. Так, улица кораблестроителей 18. Да. Вам видно? Да, вижу этот заказ. И там мне не поступили 600 рублей за платную дорогу. Так. Чек вы скидывали? Сейчас. Не, почему чек? Вот у меня, например, транспондер, да, у меня вчера был безлимитный транспондер. На безлимитном транспондере показывает 0, да, по чек показывает 0, потому что там безлимитка. И я отправил 340 рублей, чек отправил, мне вернули 340 рублей, почему не 600? Так. Вижу, что вам в чате ответили, что 600 рублей за платную дорогу скоро отобразятся у вас на балансе. Ну, если это после часовой писанины и с 4 или 5 звонка вам. Вот так вернули деньги. А нельзя ли было сразу, да, там, ну, теперь нам после каждого заказа останавливаться и проверять свой баланс. Понимаю, это действительно очень неудобно. И как надо делать, чтобы удобно было в следующий раз? Наши разработчики уже занимаются этим вопросом. Как только они все починят, у вас все заработает. Вот, например, я завтра хочу безлимитку, да, и у меня и будете еще раз чек просить, отправьте чек, а там будут показывать нули, потому что там безлимитка, да, и вы мне будете нули обратно, да, скидывать. Вы когда пассажиры заказывают, вы же им объясняете, ставите в известность, что по городу столько-то, если по платке поедете, 600 рублей надо доплачивать. Обязательно эту жалобу я зафиксирую. Ну, нет, вопрос такой вот, вы же в известность ставите пассажира, что по городу столько-то, а если по платной хотите, надо доплачивать 600 рублей, да? Да, все верно. И суммируйте эту цену, там 2080 рублей у меня, в данном случае у меня, да? И там я после завершения у пассажира там снимаете 1300 рублей, потому что я вам чек не отправил. А по карте видно, что как я проехал там по платной дороге. Да, действительно. Ну, я вот час потратил, вот звоню вам, пишу вам, и просто так неудобство создаете вы водителям, не только мне. А некоторые водители вообще не умудряются вам писать, и там с ботом переписываются, и остаются. Бот им всякую ерунду пишет, да, там. На другие вопросы отвечают. Понимаю, действительно очень неприятная ситуация. Обязательно доведу это до коллег. Спасибо большое. Будем надеяться, что так больше не будет. Чтобы мы часами не будем с вами там рубль свой
отбирать этот, да, за рубль свой воевать так, не работая. Да, я вас полностью поддерживаю. Спасибо большое.